примерно сделал такие наброски, чтобы поразмышлять на эту тему. Ну вот, тезисы мои выглядят таким образом, что местное сообщество играет ключевую роль в сохранении развития языков. Затем я считаю, что дискурс, который создают ученые, во многом, имеет ключевое значение для восприятия языков большинством, что в свою очередь оказывает фундаментальное воздействие на носителей коренных языков. Ну, например, когда мы говорим о малых языках, то обычные коннотации типа незначительные и так далее, они все начинают играть тут сложную симфонию или какофонию, и, конечно, создают такой информационный некий фон и формирует отношение к этим языкам. Может быть, имеет смысл подумать на более нейтральный термин. Ну и также я считаю, что государство должно обеспечить условия для того, чтобы люди могли чувствовать себя людьми без необходимости знать государственный язык в совершенстве. Вот. Ну, Россия относится, наверное, к государству такого же типа, как Германия, где, или Франция, допустим, да, в котором знание вот этого основного языка является практически главным мерилом человека. То есть, если человек говорит плохо на русском языке, то, к сожалению, к нему и относятся соответствующим образом. Не всегда, но в большинстве случаев. Ну и, кстати, здесь Ричард только что озвучил такую проблему, что только небольшая часть денег, которая идет на изучение языков, практически опускается на нужды самого сообщества, которое направлено на возрождение языка. Да? Вот. Так, дальше. Ну, давайте посмотрим вообще, какие исследователи выделяют причины или называют причины, по которым языки исчезают. Ну, вот, например, в книге Кембриджском учебнике по исчезающим языкам Остин Салабан приводятся вот такие причины. Вот. Ну и последняя из причин называется более или менее такой сложной. То есть там выделяются такие факторы, определяющие исчезновение языков. Мы видим, что здесь отношения в обществе тоже играют, на самом деле, не последнюю роль, но один из факторов. Я думаю, что расположение факторов, оно такое случайное. В этой же книге есть статья Ленор Гренобль, в которой она рассматривает причины языкового сдвига, в числе которых она называет урбанизацию, глобализацию, изменение уклада жизни, изменение касающиеся культуры. Ну, по-английски там это немножко по-другому звучит. Social displacement and cultural displacement. Но я предлагаю еще посмотреть, добавить к этим факторам еще, может быть, вот эти факторы я не показал, извиняюсь. Вот я предлагаю еще добавить факторов. Я считаю, что здесь очень важную роль играет такой фактор, который можно назвать централизацией знаний. Это объективно существующее явление. И то же самое капкан знаний, когда местное сообщество начинает, становится заложниками своих традиций и считают, что они должны их хранить вечно, что, конечно, невозможно. И все эти усилия выливаются в пустоту, и в итоге все пропадает, и подрастающее поколение теряет интерес к этому, и все теряется с очень большой скоростью. Но что касается местных сообществ, я, наверное,
больше как бы опираюсь на наш опыт российский, но я думаю, что это справедливо для многих регионов мира. Когда речь идет о местных сообществах, то, конечно, возникает следующая ассоциация. Да? Периферийность, маргинализация. Вот. Все это происходит от удаленности от центров власти и принятия решений, не включенность в современные контексты. Ну и, видимо, под вопросом, я бы ставлю это безнадежное, так сказать, отставание во многих смыслах. Так, ну, что и как можно противопоставить вот этим вот вещам? Вот. Я не знаю. Видно? Это не шутка. Если быть серьезным, то можно, конечно, противопоставить следующие вещи. Это создание групп по интересу, детских садов и языковых гнезд. Это все мы с вами знаем. И на каждой подобной конференции мы это много раз перебираем в разных вариантах и под разным углом зрения. Вот. Ну и я думаю, что здесь очень важна вспомогательная роль научного сообщества, именно вспомогательная. И надо как бы отдавать отчет себе в том, что местные сообщества играют главную роль. Ну и наша, собственно, роль заключается в том, что мы, в общем-то, создаем какой-то информационный фон. Конечно, я абстрагируюсь тут от таких вот философских задач науки, да, что мы там храним там, значит, какое-то знание, воспроизводим его и так далее. Ну и в идеале, конечно, государство здесь не должно мешать, но такой идеал не всегда достижим. Ну и что может дать документация местному сообществу? Я думаю, что она может дать довольно многое, особенно если эта документация проводится в каком-то современном формате, а не просто там в формате как бы полевой лингвистики, как это было для этого, да, а именно более как бы осознанно, с учетом этических каких-то норм и так далее. То есть это все-таки, я думаю, придает носителям языка уверенности, что нужно хранить язык, да? Повышает престиж этого языка или диалекта в их глазах. Ну и, конечно, потом начинается осознание, что это все-таки связь поколений, там, что это инструмент для самопознания, ну и отсюда вырастает уверенность и самоуважение. Ну, не совсем так происходит, но по моему опыту я могу сказать, что это все-таки может произойти. Вот. В контексте Российской Федерации, я думаю, что у сообщества есть определенные преимущества. Есть литературная норма, есть как бы, книги, монографии, статьи, исследования по этим языкам и диалектам, то есть они неплохо изучены. Ну, в принципе, это накоплен большой материал, чего не скажешь о многих регионах мира. То есть мы можем просто этот материал брать и что-то уже на основе его делать. Хотя, может быть, можем сказать, что недостаточно изучено, что еще изучать, но тем не менее уже проделано довольно много работы. Ну и вот в аспекте сотрудничества языкового сообщества с научным с учеными, тут можно сказать, в чем может заключаться интерес носителя языка, да? То здесь, конечно, для меня, может быть, это мой какой-то более-менее профессиональный интерес, это в первую очередь создание языковых инструментов, то есть просто как бы решение проблемы «хочу печатать на компьютере на своем языке» или там, на телефоне. Да? Вот задачи как бы я перечисляю, печатать тексты на смартфонах и компьютерах, хочу отправить смс к бабушке, проверка орфографии и переноса, хочу писать правильно, хочу, чтобы набранное на компьютере выглядело красиво и распечаталось красиво и так далее. Хочу элементарно, чтобы были книжки на родном языке, такие, что взяли в руки не стыдно. Вот.
Ну и затем, конечно, немаловажный аспект этого обмен знаниями и текстами. Ну и там дальше идет нарастающая совместная работа над морфологическими анализаторами, ну и так далее. Там очень много, может быть, дополнительных задач. Но здесь я не вписал, да, я думаю, что еще немаловажный аспект – это подготовка местных специалистов. Я, кстати, не писал. Ну, вот с точки зрения стандартизации языка, это действительно может быть интересно для некоторых людей. То есть, если он участвует в этом процессе, то каким образом он вносит вклад в развитие и в какой-то мере увековечивание этих знаний. Вклад в сохранение языка тоже вносится. Естественно, как я уже говорил, повышение престижа родного языка и так далее. Ну вот это вот последнее, подготовка местных специалистов по родному языку, культуре и традициям, это очень важно для бизнес-сообщества. Вот. Нам как раз этого не хватает. Как я уже говорил, в мире сложилась определенная централизация знаний, и, так сказать, настоящие знания, они передаются в определенных местах, от которых мы живем далеко. Бурятия, Якутия, допустим, да, находится, несмотря на наличие университетов, мы все еще находимся, чувствуем вот эту дистанцию. Ну вот, с точки зрения исследователя, это, конечно, вклад в документацию языка, повышение престижа тоже, он тоже может играть на этом, выполнять свою роль. Конечно, популяризация знания о языковом сообществе, как в научном смысле, так и в общественном смысле. Ну и также очень важно воздействие на общественное мнение, особенно в нашей стране. Когда мы говорим о малых языках и об одном нормальном языке, это создает какой-то не очень благоприятный общественный фон, такое представление, особенно для тех представителей языковых сообществ, которые уже столкнулись со многими проблемами, типа дискриминации и так далее. Да? То есть каждый из нас может рассказать сотни историй о том, как племянник пошел в садик, а потом перестал говорить. То есть, это все с этим связано. Так. Но почему же языки исчезают? Все-таки. Я думаю, здесь нужен такой подход, тот, который смотрит, в основном я думаю, что мы смотрим на следствие, а не на причины. И важно выявить настоящие причины. Мой вопрос этот сохраняется, да, я думаю, что здесь очень многое зависит от конкретных условий времени, и универсальных ответов даже может быть нет. Вот. И вопрос в том, готовы ли мы распознать причины и работать над их устранением. Ну и вот я перечисляю некоторые возможные причины, фундаментальные, да, так скажем. Это просто неуважение к человеку, промышленное на своей территории уничтожение среды обитания, неконтролируемый язык вражды. И это все оказывает огромное воздействие на подрастающее поколение. Вот, и тоже Ричард сказал, что должен быть свой угол, где этот язык существует и никто ему не мешает. Это очень важно. К сожалению, у нас в стране этого невозможно по многим причинам. Ну и с точки зрения местного сообщества, я думаю, здесь пока что возможностей у нас очень мало, но в рамках семьи мы можем, если насколько это возможно, говорить с детьми. Я, допустим, говорю только на бурятском языке с детьми. Вот, взаимодействие с научным сообществом, опять же, да, то есть мы ищем конструктивное научное сообщество и сотрудничаем с ним. Ну, в общем-то, у меня все. Спасибо.